Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Друзья, чтобы убедиться, мы находимся вот здесь у того самого легендарного здания, которое все говорят. Посмотрите толщину этой стены. Вот она. Ну, почти метровая. Видно, да? Вот те самые каменные стены сзади. Видать, это окраина уже этого здания. Те, кто проживает в городе Грозном, знают. Посмотрите, видите? Сверху находится кафельная застройка. Это подвальное помещение, но бывшее старого здания. Вот видно, да? От этого здания уже ничего не осталось. Здесь Г-образная стена, подвальное помещение. Стена круговую выложена камнем, чтобы было понятно. Это я, чтобы не говорили, что это кто-то другой. Сам лично приехал посмотреть. Кладка, чтобы было видно. Вот. 7, да? Труба это уже непосредственно, когда засыпали с той стороны, видно кирпич. Кирпич красный. Вот, 7. Эта труба во время засыпки торчит там. Вот здесь тоже оконный проем. Не так сильно, или дверной, или оконный проем, чтобы было видно. Да? Вот здесь еще тоже один проем оконный. Здесь стена. Вот здесь тоже окно. Но это уже на глубине где-то, наверное... Ваша мас метр глубина? Метр да? На глубине где-то 9 метров. Я сейчас в данный момент нахожусь в самой котловине, чтобы было видно. Верхняя стена где-то под землей, где-то 1–1,5 метра. А нижняя вот доходит, ну, наверное, где-то 2 метра от общей глубины. Кладка каменная, чтобы было видно. Видать, во время революции данное здание, уже после революции, заложено плиткой, залеплено. Насколько я знаю, я узнавал по данным, которые раньше здесь жителей, старожил города Грозного, здесь когда-то был завод, пивоварочный завод. Видать, для него оставили непосредственно это его подвальное помещение. Видать, из-за этого сохранилось. Я посмотрел полностью вокруг, друзья. Те люди, которые говорят, что здесь находится везде все исторические, там, грубо говоря, целые комплексы. Нет, посмотрите. Посмотрите, в круговую здесь, вот, чтобы было видно, это чистая котловина. Да, иншаллах, здесь скоро будет очень красивые новые здания. И вот здесь, отсюда, начинается вот эта стена. Вот, чтобы было видно. Вот она стена. Вот она стена. Это уже от другой. Здесь тоже толщина сверху где-то сантиметров 90. Снизу ближе к метру глубина, чтобы было видно. Да? Вот. Здесь опять же проходит пустошь. А вот здесь уже находится та самая стена. Ну, где-то здание, если посмотреть, наверное, оно, этот цокольный подвальный этаж. Здесь оконными проемами, чтобы было понятно. Оно, вот единственная часть, именно арочная система, которую вы видите. Видно, да? Вот, посмотрите. Вот так вот. Это, видать, от старой крепости. Изначально здесь была старая крепость. Вы знаете, на улице Первомайская находился вообще основополагающая стена. Мы раньше вам показывали. Здесь находилась когда-то главная улица Первомайская. Здесь начали строить крепость, заложили крепость Грозную. Эти ворота в честь русского царя. И от этих зданий оставались какие-то, видать, комплексы. Эти комплексы в дальнейшем уже после революции использовались под различные нужды. И что там было изначально, конечно же, маловероятно, что мы сможем узнать, если только не покопаться в архивных документах. Но в последнее, послереволюционное время, там находился пивоварочный завод. По утверждениям
сторожил те люди, которые более старшего поколения, которые знают. Локацию вы и так все знаете. Вот. Посмотрел рядом с этой стеной. Данное здание вот засыпано рядом различным кирпичным мусором. Вот прямо вот за этой дамбой находится Сунжа. Вот. Что очень интересно и не видно вам на видео, то что не видно, это вот этот проем. Видать, его более позднее время заложили сверху кирпичом. По всей видимости, это дверь. Вот это вот дверь. Вот. А дальше мы видим оконный проем. И еще здесь оконный проем. И вон там в конце в целом. Кладка сама каменная. Вот, чтобы было видно. Чтобы всем, да? Каменный проем. Вот стены. Вот так вот. Вот от этого здания осталось вот такое Г-образное положение. Что дальше находится, строители еще туда не уходили. Вполне возможно будет продолжение чуть дальше. Ну, как видно, на основании старого фундамента в советское время построили здесь уже после революции или во время революции построили пивоварочный завод. И, видать, это цокольный подвал для сохранения, наверное, то ли не знаю, чтобы не портилось. Но в любом случае вот так вот состоит. Сейчас постараюсь вам показать толщину изнутри данного объекта. Вот стены, чтобы было видно. Вот. Сама стена толщиной где-то метр. Видно, да? Вот это огромный камень. Вот. Что интересно, камень вот из ракушки.